Доброе утро всем тем, кто встречает утро вместе с нами с передачей «Новый день». С вами Евгения Гурулева. И Максим Гоголев. Сегодня среда, середина недели. Сегодня 25 декабря до Нового года. Меньше 5 пальцев остается. Все успеваете? Надеюсь, успеваете. А всем интересно, да, узнать. Сегодня, 25 декабря, католики всего мира, православные ряда стран, лютеране и другие протестантские конфессии отмечают Рождество. Согласно одной из современных гипотез, Рождество пришло на день зимнего солнцестояния. Церковные и нарядные обычаи гармонично сплелись в праздновании Рождества. В католических странах хорошо известен обычай каледования, хождение по домам детей и молодежи с песнями и с добрыми пожеланиями. Характерным элементом праздника Рождества является обычай устанавливать в домах наряженное дерево ели. Ведь ель у германских народов издревле считалась символом жизни и плодородия, а украшенная разноцветными шарами ель приобрела новую символику, она стала символом райского дерева с изобильными плодами. Самое интересное, что сегодня и татары отмечают интересный праздник. Праздник Нардуган, который символизирует языческий культ солнца. Праздник символизирует пробуждение природы и торжество жизни. В праздник ряженые с обрядовыми песнями ходили по домам, желая всем радости, здоровья, достатка. Их угощали, как и на святочных колядках. В Нардугане также присутствуют гадания, характерные для святочных праздников. Ну а славяне сегодня отмечают праздник Коляды, символа солнца-младенца. Коляда – поворот солнца на весну. Праздновался в период больших зимних святок, проходящих с 24 декабря по 5 января. Колядующие дети наряжаются в веселые костюмы, изображают зверей с музыкой, собирают угощения, ходят по улицам, поют колядки. Так что не удивляйтесь, если сегодня в вашу квартиру постучится веселая ватага малышей в костюмах зверушек. Ну, очень похоже на западный праздник, да? Да, вообще у всех народов, получается, обычаи в эти дни совпадают. Друзья, наверное, сейчас всем интересно, сегодня объявлен активный день или нет? Давайте узнаем. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центральные улусы в 6 часов утра минус 38, минус 45, днем минус 37, минус 42, Заречье минус 38, минус 50, днем минус 36, минус 42, южные улусы минус 30, минус 36, днем минус 30, минус 32, Вилюйские улусы минус 43, минус 47, днем минус 39, минус 43. Нижнеленские улусы минус 34, минус 46. Днем минус 32, минус 44. Западные улусы минус 36, минус 41. Днем минус 37, минус 38. Колымо-Индигирские улусы минус 35, минус 49. Днем минус 28, минус 37. Янские улусы минус 45, минус 50. Днем минус 27, минус 44. Северо-западные улусы минус 30, минус 33. Днем минус 30, минус 40. Ну что ж, а в Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 45 градусов. Я говорю, как праздник какой-то. Праздник для всех родителей и детей. Да, но не для образования, так как с 1 по 5 сегодня дети не учатся в районе аэропорта. Минус 45 градусов. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Ветер северный 1 метр в секунду. Днем ожидается минус 42, минус 44 градуса. Вот так вот приморозило. Друзья, хочется напомнить вам, что компания НВК «Саха» сейчас принимает письма и фотографии с линии фронта. Это те письма, которые отправляли вам ваши родные в 41-45 годах. Отправляйте нам сканы этих важных документов на электронную почту utro@nvk.mail.ru или приносите прямо в редакцию. И еще один анонс. Сегодня в конце русского блока к нам придут в гости актеры Саха-театра, и они готовы разыграть, подарить билеты пригласительные на сегодняшнюю премьеру представления новогоднего «Ла-Ла Джил». Чтобы получить эти билеты, вам нужно ответить на вопрос, кто же был первым директором Саха академического театра, которому в этом году исполняется, кстати, 114 лет. И, Максим, на какой номер WhatsApp нужно отправить ответ? По номеру 8 914 279 22 62 отправьте свои ответы и станьте обладателями этих 2 билетов. Да, а у нас уже гости тут сидят вовсю и ждут. Доброе утро. Доброе утро. Сегодня к нам пришел Александр Дауркин, уже часто наш гость, уже почти друг, директор Якутского IT-парка, и мы, конечно же, готовы поговорить о итогах вашего года. Мы существуем почти год, и за этот год произошло очень много мероприятий, столько всего. Ну и
самое, наверное, основное для нас, что мы состоялись. Если до открытия IT-парка были сомнения у некоторых людей, да, что IT-парк вообще нужен в Якутске и сможет ли он, будет ли он заполнен, есть ли столько IT-компаний в Якутске, то сейчас уже таких сомнений ни у кого нет уже давно. То есть еще, так скажем, в середине года мы уже показывали, что у нас, так скажем, мест практически нету, да, но желающие постоянно все равно есть, и мы увеличиваем количество компаний, которые у нас сидят, там, принимаем новых резидентов, как бы, кого-то размещаем в коворкинге. Вот, поэтому мы показали, что действительно это востребовано, это нужно, и для нас, наверное, самое важное это то, что наши айтишники, резиденты, да, что они действительно рады тому, что это как бы состоялось, да, что где они сейчас работают, им это нравится. Наконец-то есть место Да. для коллаборации, да? Да. А, кстати, сколько их? Сколько сейчас в вашей команде? Да, сейчас уже у нас более 110 резидентов, плюс еще есть Впечатляет. компании, которые, так скажем, предоставляют им дополнительные услуги. Вот, и есть еще желающие, а мы расширяем свои, так скажем, горизонты, вот, и вовлекаем новые компании, новых людей в эту всю Ну, деятельность. надеемся, что мест хватит на всех. Нет, наверное, сейчас просто предложение все-таки превышает, да? Мне Да. кажется, много желающих. Мгм. А почему такой ажиотаж, да, у молодых айтишников? А вот чем вы поддерживаете? Что, какие возможности вы им даете? Ну, ажиотаж это не только мы, так скажем, да, это время, наверное, да, то есть Да. сейчас это объективно существует и стремление, и, может быть, даже в какой-то степени мода, вот, но мода в хорошем смысле. Вот. А мы поддерживаем разнообразно, да, то есть мы стараемся предоставить компаниям все, что им нужно, чтобы как можно больше они, так скажем, сконцентрировались на своей основной деятельности. То есть мы им предоставляем дополнительные услуги, там, например, там, если нужно им что-то запатентовать, то эти услуги, и так далее. То есть мы и в том числе изучаем, что им нужно, спрашиваем, и если вдруг какой-то услуги у нас нет, мы думаем, как нам ее там предоставить самим или найти компанию, которая будет им предоставлять. Ну и кроме того, наш акселератор, который базируется тоже в IT-парке, это такая одна из самых серьезных форм поддержки, вот, и она тоже пользуется таким большим спросом. Замечательно, да. Да, в середине декабря состоялся финал стартап-экспедиции, которая проходила в течение 2 месяцев, да? Расскажите, какие итоги? Мы проехали по всем регионам Дальнего Востока, их всего 11, и вот в столице каждого из регионов мы были, даже несмотря на то, что нам говорили про какие-то регионы, опять же, что туда ехать смысла нет, там ничего нет, тем не менее мы ехали и туда, и находили и там интересные проекты. Вот, последний 11-й этап состоялся у нас 30 ноября в Якутске, а после этого уже в Москве мы провели финал. Вот, из всех регионов собрали победителей, они так сказать, выступили, пообщались с экспертами, получили дополнительную поддержку, и мы определили победителя, и, там, скажем, 2-3 места. Вот, и Это в каждом из, получается, городов, да, которые вы проехали? в каждом из городов мы проводили мероприятия, и там выбирали победителей, а потом в Москве По уже итогу, да, выбрали региона? из всех этих Ну и кто региональных же победителей. финалист? Было 13 финалистов, и первое место заняла компания из Владивостока. Вот, и С какой идеей? у них продукт — это аналитика видеоконтента, так скажем, да, то есть то, что снимается с камеры, поток людей, поток автомобилей, и на основе этого... Полностью автоматизированная, да? Да, то есть, например, это интересно торговым центрам, да, насколько большой Проходимость, поток покупателей. Какого возраста, скорее всего? Да, в этом это плане, реально отследить. Уже не надо будет проводить эти опросы, откуда вы о нас узнали. Откуда узнали, это немного, может быть, пока рано, но, по крайней мере, это автоматизирует очень многое, да, и в том числе для того, чтобы магазины, да, компании могли оценить, какой... То есть стоит ли им размещаться в этом месте, да, или им нужно разместиться в другом месте. Вот. Также это для городских властей может быть полезно, чтобы знать, где какие потоки уже горожан, да. То есть где-то, может быть, нужно там пошире тротуар сделать, например, да. То есть применений может быть много, это интересная технология, причем там с использованием, так скажем, новейших там технических достижений. И интересно, что данная команда заинтересована в том, чтобы приехать в Якутск на акселерацию. Здесь они что получат?
Ну, в принципе, то, что и другие в акселераторе получают, да, то есть в первую очередь это экспертная поддержка, И которая... в техническом плане, наверное. Ну и техническая тоже, но то есть самый основной смысл акселератора — это ускорить развитие проекта, потому что ну, как бы обычно он развивается в каком-то своем ритме и не всегда ну, максимально эффективно. А в акселераторе он вынужден жить в том ритме, который Какой как бы задает В команда, среде, задается, да? получается, в среде, да. Да, непосредственно. и за там 3 месяца акселерации цель сделать то, что они делали бы без этого год или дольше. Ну вот получается, мы подошли к планам на 2020 год, да, вот приедут владивостокские ребята и будут что-то здесь, может быть, даже внедрять. Ну, а вообще IT-парк? Ну да, то есть помимо акселератора, который, ну, на самом деле, следующий год тоже для акселератора такой достаточно важный будет, вот, но и у IT-парка тоже там множество других целей. И, например, одна из них — это расширение, так скажем, зоны своего, так скажем, покрытия, да, на республику. То есть мы, конечно, ну, то есть мы расположены в городе Якутске, и основное внимание у нас на город Якутск, но мы не забываем про всю республику, про районы. И один из главных методов, так скажем, да, развития республики для нас, ну, именно в IT-сфере, это районные IT-центры. 3 на данный момент уже существуют, и вот в 2020 году будут созданы еще. Вот, и ну, для нас вот сейчас это такое самое, можно сказать, ответственное направление вот по республике. Уйти шире, да? Ну да, потому что мы считаем, что в Якутске уже, ну, в общем-то, все не так плохо, да, ну, вот, в смысле, все хорошо, я думаю. Вот, есть, конечно, вопросы, которые еще нужно решать, но если сравнивать с районами, то, ну, там, конечно, задач гораздо больше, а мы считаем, что там тоже есть ну, люди, которым нужно уделить внимание. Перспектива, получается. Первые 2 точки, где вы обоснуетесь? Ну, пока это, то есть я не буду это раскрывать. Пока не У нас разглашаете, на самом деле желающих довольно много районов, но как бы не все уже готовы. И вот те, кто максимально готов и уже у них, так скажем, очень близко к открытию, вот с ними мы будем работать плотнее Ну, всего. Александр, придете, значит, в 2020 году и поделитесь новостями. Да. Хорошо. Вас с Обязательно. наступающим! Спасибо вас. Будем также. ждать вас с хорошими результатами через 2, может быть, месяца уже у вас все будет на ходу, да? Да, и надеемся, что у резидентов наших тоже есть большое Что будущее. будут они не хуже владивостокских ребят. Они не хуже. Итак, до конца года осталось просто буквально меньше недели. В эти дни принято подводить итоги. Не так давно налоговая служба начала сотрудничество с судебными приставами. Да, интересные Каковы же новости. результаты совместной работы, поподробнее узнаем в следующем сюжете. На базе Межрайонной налоговой инспекции номер 8 в 2017 году был создан отдел по взысканию налоговой задолженности с юридических лиц. Работа ведется совместно с судебными приставами. Задействованы все 38 территориальных отделов службы. Физические лица, индивидуальные предприниматели, также юридические лица могут узнать о своих задолженностях через банк данных исполнительных производств ССП России. Данный ресурс они могут скачать через Play Market, либо через Apple Store. Там присутствует вся актуальная информация. В течение 2019 года в службу судебных приставов предъявлено исполнительных производств на сумму более 3 миллиардов рублей, из которых на сегодня в бюджет государства поступили более 60%. Новые формы работы у нас внедрены. Взыскиваем задолженность, дебиторскую задолженность. То есть проводится анализ деятельности самого должника, анализируются все контрагенты должника и готовится пакет документов, подтверждающий дебиторскую задолженность, и направляется в службу судебных приставов для взыскания. Налоговики и судприставы постоянно ездят на совместные рейды, вводят новые формы работы с гражданами. До конца года еще несколько дней, а итоговые цифры могут поменяться при нашем с вами сознательном подходе к собственным обязанностям. Хочу пожелать, чтобы граждане, предприниматели, юридические лица относились к своим обязанностям более ответственно, проверяли себя, своевременно оплачивали задолженность. Хотелось бы напомнить всем индивидуальным предпринимателям, что 31 декабря истекает срок уплаты фиксированных платежей за 2019 год по страховым взносам.
в пенсионный фонд и фонд обязательного медицинского страхования. Общая сумма составляет 36 238 рублей. Давайте встретим Новый год без долгов. Мария Павлова, Семен Афанасьев. Новый день. Якутск. Вот так вот. Компания НВК «Саха» собирает письма, написанные вашими предками с войны, и уже есть первые сюжеты об этих замечательных памятниках истории. Житель Якутска Сергей Георгиевич нашел единственное письмо своего любимого дяди Пантелеймона, в котором он пишет своим родителям о быте на войне, о том, как проходят его дни. Давайте посмотрим в следующем сюжете. Что может быть страшнее войны, страшнее того горя и тех страданий, которые испытывают многие люди в это время? Отец супруги Сергея Георгиевича и его родные дяди воевали во время Великой Отечественной войны. Так, это вот Серкин Валериан Ильич, это отец моей жены. Он, значит, тоже воевал, был старшим сержантом, командиром отделения 120-мм минометного полка. Родился он в 23 году в поселке Витим Ленского района Якутии. Призывался оттуда же в 1944 году, 29 марта. И лечился, был ранение получил серьезное, и до 2 июня 1944 на излечении находился. Потом его комиссовали. Ну, имел какие-то медали. Умер он здесь, в Якутске, в 1978 году. А родные дяди Сергея Георгиевича были родом из Усть-Алданского района села Барагонцы. На войну были призваны совсем молодыми. Брат мамы Дячковский Пантелеймон принимал участие в боях за город Харьков. Пантелеймон, по словам Сергея Георгиевича, воевал совсем немного. В 1942 году призвался, а погиб в марте 1943-го. Сергей Георгиевич чисто случайно в книге «Письма огненных лет» нашел его единственное письмо. Здравствуйте, дорогие сестра и мама. Писал вам несколько писем, но не знаю, получили или нет. Как вы поживаете в Якутии, живы ли здоровы, как учатся ребята, Галя, Женя, что делает разбойник Юрий. Гутя, это он обращается к моей сестре, я тебе писал, и не обижайся, что я не пишу. Конечно, жить вам трудно, знаю это, но все будет хорошо. Это вторая сестра, это Маруся, береги своих детей, свое здоровье. Я тебе тоже писал. Ты за меня пей чистый чай с молоком, берегите здоровье матери. Нажимайте на Сергея, это еще один брат был, пусть побольше переводит денег. Дорогая мама, я жив и здоров, еду на фронт. Так, конечно, это хорошо, этим я горжусь. Не знаю, где находится Кена, вот тут про брата спрашивает старшего. Передайте ему от меня комсомольский, красноармейский привет. Мама, вы не хворайте, не плачьте, я скоро приеду, скоро. Тот день недалек, победа будет за нами, я их буду бить из миномета без промаха. Мама, где вы живете? Я не могу понять, пишите адрес, сообщу. Еду на поезде к Москве, целую пана. Приписка «Але, привет». Это у него девушка была, говорят. Пишите больше новостей, целую всех, Москва. Пока. Наталья Колесова, Евгений Рязанский. Новый день. Особенно в зимнее время хочется и думается об одной процедуре. Если вы работа сидячая, да и даже если ты занимаешься спортом, тоже хочется это делать. Конечно же, это процедура массажа. Давайте позавидуем моделям и сюжетам. Наш салон Сабайтай открылся более 3 лет. Работаем, радуем наших клиентов достаточно давно. У нас большая база клиентов. Отличительно от других салонов у нас есть такой вид массажа, называется традиционный филиппинский массаж – хилот. Этот массаж делается точечно, с элементами мануальной терапии, подушечками пальцев прорабатывается все тело, и он является одним из самых лечебных, ввиду того, что идет мануальная терапия. И вообще, в общем, наши мастера стараются работать больше пальцами, нежели локтями или тыльной стороной ладони, как многие другие мастеры. Далее, по этому виду массажа, так как наши люди живут в условиях Крайнего Севера,
очень мерзнут. За счет этого каждый второй житель страдает хондрозом. Именно поэтому такой массаж рекомендуется делать очень многим людям, даже тем, кто занимается спортом. Также могу рассказать про вид массажа, который рекомендуется делать в первую половину дня, это с 12 до обеда, чтобы эффект чувствовался в течение всего дня. Это антицеллюлитный массаж, который выводит излишнюю воду с организма, а также целлюлит. Этот вид массажа желательно делать курсом и совмещать с домашним уходом. Почему его лучше делать утром? Во-первых, организм он пробужден, и эти крема и эффект от массажа будет работать весь день. То есть разогревающие свойства, ускорять метаболизм в той или иной части тела. Ну, также помимо массажа у нас есть СПА-программы. СПА-программы – это уходовые процедуры за телом. Как правило, включают в себя либо сауну, либо ванну по выбору, скрабирование, которое помогает, опять же, при излишке целлюлита, а также от загрязнений. И, наверное, обертывание также по выбору. Как правило, это все завершается массажем. Чайная церемония для расслабления, получения полноценного эффекта. Прям очень релаксирующая процедура, я всегда рекомендую, потому что мы живем во времена, когда суетливые дни выводят из себя, стрессы беспокоят почти каждого, и такие моменты нужно о себе думать чаще и уделять себе внимание. Также хотелось бы отметить, что в нашем салоне действует акция на подарочные сертификаты 30%. И хотелось бы отметить, что мы находимся на 202 микрорайоне, 14/3. Ох, как же хочется еще раз Может попасть быть, туда. Дед Мороз тебе подарит? Я надеюсь. Дед Мороз, услышь. Так, и со следующим гостем мы поговорим о итогах по правам коренных малочисленных народов. И у нас, собственно, в гостях Елена Степановна Иванова, уполномоченный по правам коренных малочисленных народов. Доброе Лена Степановна, Доброе утро. буквально в мае вас назначили на эту должность. Конечно, срок пока еще небольшой, но все-таки о чем можно сказать вот к концу декабря? Во-первых, наверное, надо сказать, что это, скорее всего, ознакомительный, подготовительный такой этап был, хотя времени на раскачку не было. Безусловно, опыт работы первого уполномоченного Константина Васильевича Робика учитывается и заслуживает распространения. Первое, что мы сделали, это обновили состав представителей и помощников уполномоченного. 21 представитель, 26 помощников помогают в работе уполномоченного по правам. Они, значит, сигнализируют о тех или иных обращениях граждан. Во-вторых, создан экспертный совет при уполномоченном по правам коренных. Это люди, которые не работают в органах власти, но при этом обладают профессиональными юридическими знаниями, обладают опытом работы по всем проблемам жизнедеятельности. То есть такая коренных. группа экспертной поддержки, Да, получается? совершенно верно. Во-вторых, ну, естественно, это выезды в Встречи. арктические районы, все районы проживания коренных. Допустим, в этом году мы провели по самой актуальной проблеме, это вот по сохранению исконной среды обитания за взаимодействие с промышленными компаниями в 2 районах, где интенсивно промышленность осваивается. Это Нерюнгри и Алдан. Вот. Там, да, действительно, самый большой, наверное, урон природе может наноситься. Вообще вот за этот срок работы, да, какие обращения вам запомнились? Ну, были Да, резонансные вы моменты. правы. Безусловно, это и резонансные дела по сфере рыболовства. По ним мы работаем, по ним решения принимаются. Но есть и такие, которые вообще в адрес уполномоченного в течение этого периода поступило больше 200 обращений. А пишут о чем? И о большом, и о маленьком, наверное. Начиная от уголовных дел и заканчивая, допустим, поступлением на учебу. Либо вот такой вот совершенно свежий случай, когда
У нас в Якутске есть общежитие для медицинских работников из числа представителей коренных малочисленных народов Севера. Отдельное общежитие. Да, отдельное общежитие. Там живут медицинские работники, которые работают в системе здравоохранения. Но при этом при выходе на пенсию, соответственно, они должны На освобождать. улице, да? Да, освобождать это жилое помещение. Это согласно положению. И две гражданки, которые при выходе на пенсию оставались на улице, поскольку не было у них социального жилья. И при работе уполномоченного с Министерством здравоохранения, Министерство здравоохранения пошло навстречу, и до получения социального жилья эти две гражданки будут жить, воспользоваться этим правом. Здорово, да. Ну, то есть они не остаются на улице. Лена Степановна, ну почему так важен, скажем так, человек, который Поддержка, да? защищает права КМНС? Ну, все же взрослые люди, почему мы сами не знаем свои Ну, права? какое-то особое, есть Почему особый такой отношение подход, да? к малочисленным народам? Во-первых, нужно сказать, что такой институт уполномоченного, он был учрежден в 2013 году, был принят законом Государственного собрания ЛТМН. А во-вторых, такой институт работает в Камчатском крае и в Красноярском крае. Почему отдельно именно коренные малочисленные народы Севера? Почему они не входят в когорту, допустим, тех людей, которые могут получить защиту уполномоченного по правам человека? Ну, в самом названии их мало поэтому. Их мало, совершенно верно. Поэтому их язык, их культура, сам этнос Чтобы находится все это не растерялось. под угрозой исчезновения, поэтому государство берет на себя ответственность по защите их, по сохранению этих этносов. Но и Конституция, статья 69 говорит о том, что они находятся под защитой государства. Наверное же есть еще такой момент. Мне кажется, некоторые представители коренных малочисленных народов, которые традиционной деятельностью занимаются далеко на севере, не до образования им, не до юридических знаний, интернета там нету, и написать некуда, нигде. Такие люди к вам обращаются с какими вопросами? Совершенно верно. Одна из задач уполномоченного, согласно закону, это оказание правовой помощи. Даже если они знают, они иногда могут не применять к себе эти юридические знания. Да. Допустим, во время нереста, например, они не должны рыбачить, либо они Это не так должны прописано, да? Да, это есть специальное правило рыболовства, когда идет нерест рыб, Да, конечно. соответственно, это не должно. Плюс к этому не использовать сетные орудия. Это по рыболовству. По охотпромыслу, там тоже по квотированию, по охоте на дикого северного оленя. То есть очень много нормативов, которые они просто, может быть, не в курсе даже, да? Вы совершенно правы, поэтому об этом нужно говорить, об этом мы разговариваем и с главами органов местного самоуправления, чтобы эта Они работа не велась системно. нарушали закон. Разъяснительная работа Да. получается Да, постоянно. да, напоминать Это людям. замечательно. Ну а планы на 2020 год? Планов, как говорится, громадье. Мы также будем продолжать серию таких совещаний, чтобы и промышленники, и коренные находили общий язык. Мы планируем вместе с Министерством Арктики работать в Амиконском, в Устьянском и так далее районах. Ну, я Спасибо думаю, большое, Елена Степановна, все что пришли к получится, вам. да. Да. И все наши КМНС будут на вас опираться. Друзья, Счастливого Нового года! И вам тоже с наступающим. Друзья, но мы не прощаемся, мы прерываемся на небольшую паузу. После будет тоже интересно, и мы будем продолжать разыгрывать Отправляйте, кстати, ответы по нашему призы. вопросу. Да. Следите за эфиром. Еще раз доброе утро, друзья. Вместе с вами программа «Новый день». С вами Евгения Бурулева. И Максим Гоголев. Мы в начале передачи говорили, что к нам в конце передачи подойдут гости, и мы будем разыгрывать билеты. Так что продолжайте писать ваши правильные ответы на наш WhatsApp номер, кто же был первым директором Саха-театра. Ответы уже идут. Есть Ну, мы правильные и посмотрим, да. неправильные. В конце мы скажем, кто же победитель. И сейчас у нас рубрика «Вакансии». Давайте посмотрим, какие же работы предлагаются. Друзья, если вы ищете работу, сейчас самое время обратить внимание на экран. Требуется на работу водитель.
Водитель автомобиля «Патриота УАЗ», ФБУ администрации Ленского бассейна. Наличие опыта работы в должности водителя не менее 10 лет. Отличное знание города без вредных привычек. Зарплата 40 тысяч. Фельдшер. Управление Росгвардии по Республике Саха-Якутия. Среднее специальное образование. Наличие сертификата специалиста. Удостоверение по проведению предрейсового осмотра. Зарплата 28 200. Также полицейские вакансии по РСЯ Управления Росгвардии также требуется Республике Саха-Якутия. Образование полное, среднее, среднеспециальная служба ОВД, ВС, РФ, отсутствие судимости, годные по состоянию здоровья, к военной службе, вакансии по РСЯ, город Алдан, Булун, Верхоян, Лен, Нерингри, Нюрбинский, Мирный, Амиконский, Тампонский, Хангаласский улус. Зарплата 28 200. Друзья, ну мы продолжаем наш эфир, и сейчас у нас будет интересный сюжет. Блогеры, новые трендовые люди нашего времени. Давайте посмотрим, чем они живут. Видео инстаграм-блогера Шамиля Дзаурова на общественно важные темы трогают за душу и собирают тысячи лайков и просмотров. А началось все год назад. Под самый Новый год Шамиль опубликовал свой первый мотивационный ролик, который вмиг набрал тысячи подписок. 30 декабря я просто решил рискнуть, попробовать заснять первый ролик. Он разлетелся везде, то есть и там буквально через неделю у меня уже 3000 было подписчиков, хотя с нулевого аккаунта у меня, то есть, не было подписчиков. Мы помогли бабушке, которая на Новый год сидела, просила деньги у людей, и нам стало жалко. И, то есть такой праздник, человек сидит и просит деньги, и все просто люди мимо проходят. Мы засняли это, как бы мотивируя на людей на такие поступки. Со временем у Шамиля появились помощники. Это его единомышленники. Оператор Николай и сценарист Тамерлан. Оператор Коля, он учится, студент, поэтому не смог сюда приехать. И Тамерлан, друг мой, который, то есть, пишет сценарий, помогает вообще во всем. Наша первая встреча. Я купил машину «Жигули», и она заглохла. Вот позвонил, приехали друзья, и приехал он еще. Тогда мы с ним и познакомились. Он помог, завел, и все, приехал домой. Потом он сторис выложил о том, что ему нужна машина для съемки, вторая. И вот, и так мы с ним сдружились. За год ребятами отснято уже более 40 роликов, которые затрагивают самые важные темы. Ценности, проблема национализма и насилия, уважение, дружба, любовь и добро. Сегодня Шамиль – студент Якутского экономико-правового института. За год его увлечение стало частью жизни. Конечно, как и для любого блогера, на первом месте стоит развитие контента. Однако главное здесь – душа, что вдохновляет и мотивирует как детей, так и взрослых на совершение простых человеческих поступков. Помогать людям, любить, Снимать дружить, ролики. да, о хорошем показывать людям то, что в Якутске делают добро, чтобы люди шли за этим, чтобы люди тоже, делали так. То есть мы являемся примером большим, да. Мы людям помогаем, конечно, это не показываем в основном, да, но все-таки, наверное, да, мы пример большой для нашей аудитории. Быть добрее, толерантнее. Это, наверное, самое главное. В мире много несправедливости, а эти ребята только доказывают, что хорошее случается, а добрых людей гораздо больше, чем кажется. Удачи команде Шамиля в новом году, и пусть все идет по плану. Друзья, хорошие новости. В 2019 году Якутия вошла в число 5 пилотных регионов, жители которых смогут получить персональный цифровой сертификат и пройти обучение в 2020 году в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Об этом сегодня подробно нам расскажет Владимир Анатольевич Егоров, министр образования и науки нашей республики. Доброе утро, Доброе Владимир Анатольевич. Доброе утро. Итак, расскажите, что такое цифровой сертификат, как с его помощью можно будет повысить свои знания в сфере цифровой экономики? Цифровой сертификат – это такой документ, который дает право получить бесплатно дополнительное образование по востребованным направлениям цифровой экономики. Например? Например,
вы можете научиться 3D-моделированию, компьютерному дизайну или программировать компьютерные игры, ну и много других направлений, которые связаны с более такими серьезными направлениями, например, Big Data или искусственный интеллект. Всего программ уже около 100. То есть программа обучения, Да, да? программа обучения, которая вот проходит определенную такую сертификацию. И уже федеральный оператор университета НТИ 2035 отбирает и выставляет на свой портал, чтобы уже наше население могло выбирать. На какой возраст, на какую аудиторию ориентировано, вот скажем так, это обучение? Кого ждете? На самом деле, конечно же, государство неспроста дает такие сертификаты, да, а дает для того, чтобы уже люди, которые находятся в трудоспособном возрасте, могли обучиться, получить дополнительные компетенции и, значит, уже быть полезными, приносить уже, как говорится, пользу экономике. То есть возраст от 18 до достижения пенсионного возраста. На Ну, самом деле, используя свое да. творчество, да, я так На понимаю? самом Это деле очень надо творчество. понимать, что мир так стремительно меняется, что через 20 лет, когда нам будет под 60, хорошо бы это все знать, да? Да, конечно, тогда вы уже, даже и выйдя на пенсию, может быть, по основному месту работы, вы сможете найти себе занятие, которое принесет вам доход. Ну, это действительно здорово. Там, сходил там, подоил корову, да, потом подоил и давай заниматься И там выучился 3D-моделированием. Да, ну, тем более сейчас очень развит фриланс, и вы можете работать, находясь у себя дома, на Да, какую-нибудь компанию, вот именно. которая где-нибудь зарегистрирована. Ну, в другой- Оптоволокно есть? В Малайзии, допустим, да? Да. Мгм. Вы можете быть прекрасным, там, например, компьютерным дизайнером, и я даже знаю таких людей, которые зарабатывают, скажем, тем, что делают заказы, поступающие из Германии, например. Да, со всего мира. Я тоже знаю одного человека, который в городе Якутске живет, а заказы со всего мира идут. Да, я сама с такими работаю. Скажите, ну а что нужно сделать, чтобы получить этот сертификат, чтобы пройти это обучение, куда звонить, писать, Да, куда на стучаться? самом деле очень просто. Вот есть портал цифровой сертификат.рф, все русскими буквами. Вот. И если зайти туда, то вся информация там Там же как раз таки список доступно есть. специальностей Да, вот этих, да? Есть набор вот этих программ, есть возможность даже пройти компьютерную такую диагностику, которая позволит определить, какие же направления вам подходят, да? Мгм. Вот. И даже есть там Интересно. возможности получить консультацию. Здорово. А как Консультация проходит, онлайн, да? Тьюторскую, да, там. Ага. как проходит обучение? Как долго надо обучаться этому? Да, Вот, и ну, платно, бесплатно. Да, ну вот как раз-таки вся, как говорится, фишка в том, что это бесплатно. То есть любой может, в принципе, получается, тот, кто зарегистрирован на территории Республики Саха-Якутия, имеет соответствующий возраст. Ну и еще нужно иметь уже образование, либо среднее профессиональное, либо высшее образование. Вот зарегистрироваться на этом портале, пройти возможно, диагностику, выбрать программу. Ну, там нужно определенные документы, значит, там загрузить в сканированном виде, и вас как бы отберут в число тех 1000 счастливчиков, которые 1000 пройдут. на республику. Да, получается, вот каждый пилотный регион получил По 1000 мест, да, в получается. 2020 году 1000 мест. Но всего к 2024 году предполагается, что около 1 миллиона россиян уже пройдут вот такое В обучение. 2020 году? К 2024 году. Ну, конкуренция Да, то есть будет. тогда, когда включатся уже и другие регионы. Хорошо. На Якутию выделено 1000 мест. Мне очень хочется пройти тестирование, узнать, что я там могу для себя подчеркнуть, выбрать специальность, обучиться. И следующий вопрос. А сколько у меня конкурентов? Сколько уже заявок Да, подано? вот действительно надо уже поторапливаться. 30 до 30 декабря происходит отбор. На сегодня отобрано 517 человек, которые уже пройдут обучение. Но, 517. да, да. Больше половины, Максим. Половина надо мест уже торопиться. занята, так что торопиться. Да. Так, Хорошо, этот так- эфир тогда- закончится когда? Через 30 минут буквально. То есть получается, заходим на сайт сертификат РФ, да? Цифровой сертификат. Цифровой сертификат РФ. Проходим регистрацию. Да. Регистрируемся, загружаем какие-то документы отсканированные, да, ну там паспорт, ИНН и так далее. Проходим тестирование, профориентирование, Да, скажем да, так. да, да. И А выбираем. как обучение проходит вот именно? Вот, Да. ну, обучение может происходить чисто онлайн,
без поездок куда-нибудь в образовательную организацию. Но В есть, режиме вебинаров. да, такого. но есть и смешанное обучение. Но сейчас онлайн обучение, оно такое достаточно продвинутое уже. Мгм. Оно может быть таким очень продуктивным на самом деле. Сейчас это не просто вот ты прослушал лекции и все, да, но и с практическими занятиями и так далее, да. Вот, и длительность курсов колеблется от 36 до 144. Ну, понятно, что это не очень много, но в сконцентрированном, Часов, да? часов. Мгм. В сконцентрированном виде вы уже получаете какую-то такую базу для дальнейшего своего совершенствования. А какие-то методические материалы, записи выдают, чтобы, если что, я подзабуду, потом зашла, еще пересмотрела, Ну, перечитала? вот на самом деле В как формате Word, да? ну, на самом деле получается, что Видеозаписи. все вот эти образовательные программы, они проходят тоже конкуренцию свою Мгм. рода, да, и, соответственно, выбираются те, которые действительно предоставляют качественный образовательный продукт. У меня вот такой вопрос, да? 1000 сертификатов. А по каким направлениям популярны сейчас? Да, какие самые популярные? Ну вот сейчас, конечно, Из 500 вот 13, да? из 517, ну вот такую статистику мы не делали, да, но потому что получается, что действительно вот эти уже под 100 программ еще и увеличивается. Мгм, мгм. Еще Под 100 программ. Да, ну 80 было вот буквально недавно, да, уже. Мгм. А еще перед этим было 40, поэтому не знаю, может То быть, есть, мы ладно, сейчас это мы выйдем, будет уже посмотрим. больше 100. Хорошо. 1000 сертификатов на 2020 год. Потом нам будут давать возможность обучаться? Или да, вот только сейчас нужно успевать? Нет, на самом деле это пилотный Пилотный такой проект. То есть действительно по итогам вот, пилотирования будут уже отбираться действительно и программы, и образовательные организации, да, и, соответственно, количество те, которые вот уже будут необходимы. Да, то есть будет корректировка цифр Да. участников. При этом, вот если говорить про направление, да, то это действительно востребовано и определяется при помощи лидеров IT и других отраслей. Ну, у нас сегодня прям IT-эфир, да? Да. Так, Спасибо большое, что спасибо, пришли к что нам. пришли, прям зажгли, поставили планы, думаю, нашим телезрителям. Мы вас Да. поздравляем с наступающим С Новым наступающим годом. Новым годом вас. Ну, в следующем году пусть будет больше образованных людей. Да, учиться, учиться, учиться. Учиться, учиться, учиться. А мы Друзья, переходим на перерыв. Не переключайтесь. Друзья, вы смотрите «Новый день». С вами Максим Гоголев. Евгения Гурилева. Да, я думаю, сейчас пришло время напомнить вам, какая погода ждет нас сегодня и есть ли сегодня актированный день для первоклассников. Внимание. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем ожидается в центральных улусах минус 37, минус 42, в Заречье днем ожидается минус 36, минус 42, южные улусы минус 30, минус 32, Вилюйские улусы минус 43, минус 47, Нижнеленские улусы минус 32, минус 44, западные улусы минус 37, минус 38 днем, Колымандигирские улусы днем минус 28, минус 37, Янские улусы минус 27, минус 44, северо-западные улусы днем минус 30, минус 40. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 45 градусов в районе аэропорта. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, ветер северный 1 метр в секунду. Днем ожидается минус 42, минус 44. Так что, дорогие родители, детей с 1 по 5, ваши дети сегодня не идут в школу. Далее мы хотели бы передать слово с нашим коллегам из информационной службы новостей. В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Доброе утро. Роспотребнадзор сообщил о локализации очагов кори в Якутии, Тюменской области и Ставропольском крае. Сейчас продолжается работа по подчищающей иммунизации населения. По информации ведомства, за последние 2 года на территории России более 80% очагов инфекции не имели дальнейшего распространения. В частности, благодаря высокому уровню иммунитета кори и своевременной профилактике. Сейчас эпидемиологическая ситуация по кори в России относительно стабильная. Показатель заболеваемости в десятки раз ниже, чем в странах европейского региона. Ранее мы сообщали, что число заболевших корью в Якутске возросло до 44 человек.
В Якутске объявлен актированный день для учащихся с 1 по 5 класс. В 6 часов утра температура воздуха в районе Гемиина составила минус 42 градуса. В районе аэропорта минус 45. Также актированный день для учеников с 1 по 5 класс объявлен в Амгинском и Намском районах. Больше трети помещений в Нюрбинском районе не имеют адреса. 16% таких домов в Устьянском районе, в Ленском 14%, в Якутске 10,6%. Такие цифры озвучены руководителем Сахастата Ириной Гаевой на заседании Республиканской комиссии по подготовке и проведению всероссийской переписи населения. Также до сих пор не упорядочены списки домов и количество проживающих на местах. С 13 до 16% увеличилась численность населения в Чурапчинском, Мегино-Кангаласском, Горном, Момском, Хангаласском, Устьянском районах. Наоборот, стало меньше жителей в Тампонском, Кобяйском, Анабарском и Нюрингринском. Уточненной информации по городу Якутску и Жатаю до сих пор нет. В ближайшее время органы местного самоуправления должны навести порядок в адресном хозяйстве населенных пунктов и уточниться со списками проживающих. На основе этих данных и будет организована всероссийская перепись населения в октябре 2020 года. Городу Якутску надо уделять максимально большое внимание, как и со стороны администрации города Якутска, потому что город очень быстро развивается и растет, и буквально за год происходят большие изменения в адресах, в новых домах, сносятся старые дома, появляются новые дома, потому что каждый переписчик, который пойдет в том же Якутске 1 октября на перепись, он должен четко понимать, какие адреса он должен обойти, какая численность проживает, чтобы не допустить ни в коем случае недоучета населения. 2020 год в Якутске объявлен годом поколений. Отмечается, что выбор тематики года подразумевает связь и преемственность поколений. Ее поддержали в Общественной палате города и в сообществе ветеранов Якутска. Озорной непоседа зайчишка, рыжая белка, серый волчонок, лягушка-квакушка. Все они ученики лесной школы. Сахатеатр представляет новый детский спектакль. Сказка поставлена по мотивам 7 рассказов народного писателя Николая Якутского. Главный герой – зайчонок, который прогуливает уроки и вдруг попадает в необычную школу. Его играет заслуженный артист Иван Попов. По словам режиссера Сергея Потапова, сказка предназначена для детей младших классов, но в то же время герои спектакля общаются с юным зрителем, как со взрослыми. Премьера спектакля состоится 28-29 декабря и с 3 по 6 января. В театре есть немножко такое легкое отношение к этому, дети как бы. Я вот, смотря в других театрах, там не очень серьезно относятся к постановкам и выделяются большие суммы денег на постановки и готовятся как ко взрослым спектаклям. Потому что мы живем в такое информационное время, где очень много компьютерных игр, каких-то блокбастеров, американских, детских фильмов. И с ними конкурировать театру очень сложно сейчас стало. Друзья, итоги 2019 года. Сейчас у нас в студии очередная порция хороших гостей, которые расскажут, чем же для них обернулся 2019 год. У нас в гостях Василий Борисов, заслуженный артист Республики Саха-Якутия, Айсен Угинов, актер Сахатеатра. Итак, каким же был 2019 год для Сахатеатра? Доброе утро. 2019 год был объявлен годом театра. Соответственно, для нас год был очень насыщенным. Но я хочу выделить 3 события. Это поездка нашего легендарного спектакля «Желанный голубой берег мой» на закрытие первых международных игр, зимних международных игр «Дети Азии» в Южно-Сахалинск. Там они встретились с Владимиром Санги, который поведал эту легенду, историю Чингизу Айтматову, который впоследствии написал... С первоисточником. Да, который написал «Пегий пес, бегущий краем моря». Вот, как Сангин? Как он? Он, конечно же, давно видел этот спектакль, но все-таки. Но все-таки очень были все рады. Были не то что удивлены, они сошлись, нашли свой желанный берег там, в Южно-Сахалинске, сходили на берег, то есть подышали этим воздухом моря, прочувствовали. Потом этот спектакль в сентябре ездил в Чечню, в город Грозный, на тоже первый всероссийский фестиваль национальных театров, федерация. И,
театр выезжал на «Золотую маску» юбилейную, 25 лет нашей «Золотой маски», спектаклем «Мой друг Гамлет» по Шекспиру Сергея Потапова, и был представлен в 4 номинациях. То есть спектакль большой формы, работа режиссера Сергея Потапов, работа художника Михаила Егоров и работа художника по костюмам Сардана Федотова. Вот, также мы... также мы, вот наше руководство, театральное руководство, решили в этом году поставить по произведениям Уильяма Шекспира и итальянского драматурга Луиджи Пиранделло, а также наших якутских писателей Николая Якутского и Тимофея Сметанина. Ну, Уильям Шекспир, это был поставлен спектакль «Фальстаф» Руслана Тарховского, и вот недавно была премьера постановки Андрея Савича и режиссера Романа Дорофеева Луиджи Пиранделло «6 персонажей в поисках автора». Ну да, а также вот скоро Новый год. Нет, еще были постановки, сейчас, подожди. Ну, у вас прям такой насыщенный, да, насыщенный год, продуктивный. У нашего главного режиссера Руслана Тарховского, Алексей Алексеевич Кулаковский, Иван Сафронов, Кемек Кюре. Вот, но это в малом зале, то есть такой спектакль. Для эстетов, для любителей. Да, общение прямо с зрителем так. Ну и вот... А на каникулы что приготовили? Ну, праздник к нам приходит. Да, вот праздник к нам приходит, и вот сегодня у нас премьера новогоднего шоу «Лала Джил Аймахтар». Это родственники. Это такой музыкальный спектакль, скорее всего. Шоу. Да, шоу, мюзикл. Да, да. И мы вот молодые актеры и режиссер Роман Дорофеев вот, поставили. А какая музыка, какие песни, что там будет? Ну, у нас... Репертуар, да. Да, репертуар на якутском языке, конечно, будет. Мы сами из иностранных певцов мы перевели сами. Да. На якутский переложили, да? Ну, там будет много персонажей, как из фильма «Джокер», там, «Рэмбо», «Терминатор». Ну, это в такой шуточной форме будет. Здорово, да. То, что мы разыгрывали в начале передачи. Да, а также мы в Сахатеатр хотел бы вас пригласить. Вас, вот, даем пригласительные на 2 персоны. Ну, мы, наверное, это в нашей редакции методом розыгрыша распределим. Спасибо вам большое, да? Спасибо. Ну, собственно, мы же в начале передачи объявляли розыгрыши для наших телезрителей, да? Давайте напомним вопрос. Сахатеатру 114 лет в этом году. И мы попросили телезрителей вспомнить, кто же был первым руководителем, директором Сахатеатра. Максим, у нас же был... И у нас есть первый правильный ответ. Анимпадист Иванович Сафронов, конечно же. Алампа был первым директором академического театра. И правильный ответ нам отправила Наталья. Последние цифры 9808. Наталья, мы вас поздравляем. Вы сегодня получите вот этот пригласитель на 2 персоны. Сегодня вечером в 6 часов вы сможете пойти и посмотреть вот это новое шоу от Сахатеатра «Лала Джил». Ну и, собственно, после эфира мы с вами свяжемся, объясним, куда подойти, во сколько можно будет забрать свои билеты. Друзья, у нас еще есть немножко времени, да? Вот такой... По итогу года, да? Расскажите, что запомнилось вам, какие фестивали, личные, события? Помимо фестиваля, вот личные свои впечатления. Много ездили, много путешествовали. Ну да, вот год театра у нас был очень насыщенный. Где работа, там и мы. В смысле, где праздник? Ну, само собой гастроли, то есть весенние гастроли, Татинские улусы, Салданские улусы, Северные улусы. Также мы 114-й театральный сезон открыли в городе Алдан и Нерюнгрид. То есть тоже событие большое, театр давно там не был, нас очень хорошо приняли. 3 спектакля, то есть наша классика «Гоголь ревизор», «Желанный берег» и «Карикен Шаман» в постановке Руслана Тарховского, Платон Алексеевич Юнский. Ну, это замечательно. Всегда хотела задать вот этот вопрос. А у актеров есть любимые какие-то постановки? Или актер вынужден любить все, что он работает, скажем так, делает? Нет, ну, конечно, есть любимые постановки. Ну, не то, что любимые, как бы... Которые даются, которые вот чувствуешь с душой, наверное, да, как-то да, у нас, близок. как бы говорится, не бывает маленьких актеров, бывает... Ролей. Не бывает маленьких ролей, бывают маленькие актеры, да, и поэтому вот... Но мне кажется, это поговорка к нашему театру не относится. Целая плеяда ярких личностей. Конечно. Не то, что личности, вот все как бы этот коллектив наш большой постоянно в работе все кипит, то есть нет такого, что будет там... То есть у нас сейчас 2 зала открылось. И очень много работы, очень много творчества. Малый зал есть, и большой зал есть, и
репетиционные залы. В общем, работа кипит. Ну давайте вы поздравите и коллег своих, и наших телезрителей с наступающим Новым годом, раз уж вы пришли нас порадовать. Дорогие коллеги, все жители нашей республики, мы вас поздравляем с этим замечательным праздником Новый год. 2020 год, мне кажется, принесет нам больше позитива, больше удачи. Будьте счастливы и здоровы. Ну, замечательные Да. слова. Мы обязательно придем, посмотрим Лала Джил. Вам хороших успехов на будущий год. Друзья, не прощаемся.